Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Акула оказалась живучей. Коррумпированному чиновнику сделали выговор, но оставили в той же должности. В октябре прошлого года Turkmen News рассказал о коррупции в отделе образования Байрам-Алийского этрапа и в частности о его руководителя, прозванном за жадность и страсть к деньгам Акои. После публикации в издании и выпуске первого видео в этрап с инспекцией приехал сам министр образования Туркменистана, однако в местный отдел почему-то не заглянул, ограничившись посещением одной из школ. После отъезда столичных визитеров Акула и его приближенные залегли на дно, но и оттуда продолжают брать взятки и плести интриги. Нурмухамед Саядов, а именно его прозвали Акулой, в этом году отметит свой 70-летний юбилей. Жители Байрам-Али недоумевают, неужели на должность заведующего отделом образования в их этрапе нет иных подходящих кандидатов, кроме пенсионера. И ладно бы пенсионер был умудрен опытом и предан своему делу, но нет же. Он падок на деньги и накопил за время работы немало административных взысканий и выговоров. Претензий к Акуле с момента октябрьской публикации прибавилось, причем не только в своем этрапе, но и за его пределами. Так в ноябре к чиновнику наведывалась одна проверка за другой. Сначала из управления образования Марийского вилаята, а позже нагрянул сам министр Джума Мурат Гурбангельдыев. Он поручил руководству вилаятского управления провести еще одну проверку, и комиссия прибыла в Байрам-Али уже на следующий день. Но толку от этой суеты не было, Саядова не уволили, также не последовало и другого серьезного взыскания. Министр, тот и вовсе лишь попугал подчиненного своим присутствием, а основное внимание вместо отдела образования уделил одной из школ. При этом Гурбангельдыев прекрасно осведомлен о творимых в отделе беспорядках и осведомлен не понаслышке. К моменту визита в Байрам-Али у него на столе несколько недель лежал подготовленный Саядовым приказ, который министр в силу его абсурдности не подписывал. Документ был о зачислении на работу целой сотни учителей без педагогических дипломов. Саядов же, оставшись на посту, чувствовал себя несправедливо потревоженным. Он решил обезопасить себя на будущее и устроил собственную проверку. Так, в начале декабря 25 года Акула наведался в школу номер 18, чтобы найти там того или тех, кто передает информацию прессе. В эту школу, как сообщал Turkmen News, ранее были пристроены сразу трое родственников начальника отдела кадров Мактымгулы Бакшиева, и он же правая рука Саядова, ему заведующий доверил даже ключи от своего кабинета. Тем временем проверка Саядова окончилась ничем, а вот информации о нем и Бакшиеве только прибавилось. Основным кормом Акулы являются взятки за устройство на работу. Теперь чиновник берет их аккуратнее, и Бакшиев ему в этом помогает. Так, если сунуться с просьбой о работе и с деньгами лично к Саядову, тот не только не возьмет деньги, но и разговаривать не станет. Зная об этом, можно подумать о заведующем как о честном и совестливом человеке. Однако коррупция при найме в образовательной системе Байрам-Али по-прежнему процветает. Просто договариваться обо всем нужно с Бакшиевым, а деньги они с Акулой делят пополам. Есть и еще одна хитрость, прибегая к которой Саядов не позволяет подловить его на взятках. Он не берет денег из рук в руки, забирая свою часть из шкафчика у себя в кабинете, туда ее предварительно кладет Бакшиев. Именно для этой цели заведующий и доверил кадровику свои ключи, как и печать. Кроме всего прочего, продолжаются назначения и увольнения на основании личных связей. Напомним, в школу номер 18 кадровик устроил учителями свою жену Езгуль, двоюродного брата Батыра Бакшиева и его жену Чемен. Родственники нередко прогуливают работу, но зарплату получают в срок и согласно установленному окладу. Директор школы был бессилен против этого. А весной в эту же школу, по протекции Саядова, пришла работать ночным сторожем некая женщина. Директор попытался было возразить, ссылаясь на свое видение того, какой человек должен занять эту должность, и у них с Акулой разгорелся скандал. Для разрешения конфликта даже привлекли прокуратуру. В итоге директор был вынужден уволиться по собственному желанию. Источник Turkmen News подчеркивает, благодаря коррупции сохраняют свои должности и сами Саядов с Бакшиевым, поскольку у обоих имеются судимые родственники. Так родной брат жены Саядова отсидел 16 лет за убийство своей жены. И подобная информация строго отслеживается Министерством национальной безопасности, и обычным гражданам она может наглухо закрыть дорогу к карьерному росту. Речь идет об Учарка, справке о 3 поколениях.
Сама по себе эта информация никак не оценивает способности или личные качества работника, зато открывает представителям спецслужб неограниченные возможности для произвола и вымогательства взяток. А если и бывают исключения, то они как раз и демонстрируют, где это вымогательство произошло и кто заплатил, чтобы УЧ-АРКа подчистили. Удержаться на посту после многочисленных выговоров и проверок тоже не так-то просто. Источник рассуждает: Саядов и его приближенные отстегивают процент со своих взяток кому-то наверх. При этом и в Этрапе, и в Вилаяте у них все нужные органы также прикормлены. Более того, потрясения могут затронуть их руководителей, но самих Саядова и Бакшиева обходят стороной. В 2023 году уволили главу управления образования Марийского вилаята за продажу госучреждениям Байрам-Алийского Этрапа портретов президента, оплаченных ранее за счет бюджета. Занимался этим как раз Саядов, но его не наказали. А в апреле 26 года с формулировкой о переходе на другую работу сняли этрапского хакима Байрама Чунгаева. Вопрос: придут ли в Этрап, вилаят и образовательную систему такие люди, которым проценты от акулы не позволят закрывать глаза на его профессиональную и личностную непригодность, остается открытым. Как только что стало известно, министр образования Гурбан Гильдыев снова прибыл в Марийский вилаят. Случилось это в воскресенье 7 июня, спустя всего 3 дня после публикации Turkmen News про акулу, которая вдруг оказалась живучей. На сей раз меры не заставили себя ждать, и уже с понедельника 8 июня непотопляемый заведующий отделом образования Байрам-Алийского Этрапа уволен со своей должности. Вместе с ним отправлен в отставку начальник отдела кадров управления образования Марийского вилаята Аразгильды Непесов, который после предыдущего посещения вилаята министром образования спрятался от увольнения, уйдя на длительный больничный. Еще 2 персонажа публикации Turkmen News о байрам-алийских чиновниках, превративших сферу образования в собственный бизнес, вызваны в прокуратуру. Это заместитель Саядова Арслан Батыров и начальник отдела кадров и правая рука Саядова Мактым Гулы Бакшиев. Похоже, что на этот раз коррупционерам из Байрам-Али не удастся уйти от ответственности. Turkmen News продолжает следить за событиями. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.